Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 27 января 2020 года. Выпадает шестерка бубновая из цыганской колоды. Это считается самая лучшая карта в колоде. Она связана с ангелом-хранителем. А это значит, что сегодня будут исполняться наши желания, а сегодня будут решаться какие-то важные вопросы. Если существует какая-то опасность, то мы находимся сегодня под покровительством высших сил. Это может быть не только вот обстоятельства какие-то, да, но и может защита, покровительство приходить через людей, через близких или даже, может быть, совершенно незнакомых людей, случайных каких-то. Карта очень хорошая, обещает день удачный, обещает день, когда действительно мы что-то подумали, сегодня же можем начать осуществлять, и сегодня даже уже может появиться какой-то результат. То есть очень быстро происходит вот все, что, в общем, вся материализация, да, наших желаний происходит очень быстро. Кроме того, эта карта связана с интуицией. Она говорит о том, что прежде чем принимать какое-то решение или начинать какое-то новое дело, нужно прислушаться к себе. У нас обязательно внутри будет подсказка. Кроме того, карта говорит о сотрудничестве. Нужно быть благодарным всегда, когда мы что-то делаем, это не обязательно наша только заслуга. Наверняка в этом участвовали другие люди, или, может быть, какие-то обстоятельства складывались в нашу пользу, да, то есть работала наша судьба, работали люди рядом с нами, участвовали в этом процессе, то есть не только наша заслуга в том, что мы достигаем. Поэтому нужно быть благодарным, нужно благодарить людей, нужно благодарить жизнь, себя тоже обязательно благодарить за то, что мы делаем правильный выбор, да, потому что у нас действительно есть свобода воли, мы можем как-то улучшать свою жизнь, а можем плыть по течению. Вот если мы что-то делаем для себя, за это тоже нужно благодарить самих себя. Также карта говорит о том, что сегодня очень важно, какие у нас желания. Они касаются только нас самих, улучшения только нашей жизни, или они касаются улучшения жизни и других людей. Вот если в наши планы входят и другие люди, то тогда нам действительно везет, тогда у нас действительно поддержка. А если у нас только планы личные, то здесь, конечно, все будет зависеть от того, насколько это вам полезно. То есть здесь действительно сегодня очень важно, чтобы наши мысли были чистые, да, то есть без какого-то зла, без какого-то раздражения, обиды и так далее. Вот тогда все действительно исполняется. Кроме того, карта говорит о том, что брать нужно только то, что необходимо. То есть нельзя брать лишнего. Потому что действительно, когда нам начинает вести, удача поворачивается к нам лицом, да, мы стараемся в этот период как можно больше взять для себя радости, счастья, денег, любви и так далее. Так вот, карта говорит о том, что должна быть мера во всем обязательно. То есть вот берем только то, что нам необходимо, да, и нужно вот вовремя останавливаться. Также карта говорит о том, что сегодня могут быть заложены какие-то очень важные как бы изменения в нашу жизнь. Вот к лучшему, конечно же. Замечательные возможности, такой простор для деятельности открывается. Все, что бы мы ни задумали, сегодня может получиться. Кстати, очень хорошие денежки приходят обычно по этой карте. Они, может быть, не такие большие, но даются нам как-то легко, зарабатываем мы с удовольствием и вот как бы чувствуем удовлетворение от того, что мы сделали. И вообще сегодня день такого внутреннего равновесия, покоя. Несмотря на то, что мы можем делать много дел, встречаться с разными людьми, сотрудничать, работать, разговаривать, мы внутри можем чувствовать такой вот покой, когда мы действительно как внутри себя находимся, да, очень такое приятное состояние. Друзья, желаю воспользоваться этими энергиями на благо себе, улучшить свою жизнь. Всего вам доброго, до новых встреч!